В свою особую атмосферу молодежный театр погрузил еще до спектакля. Перформанс со зрителем в главной роли. Каждая локация – небольшой эксперимент. Здесь картину собирают как пазлы, но что получится – оригинал или что-то новое? В портретном зале кисти, краски, полотно. Творческая фантазия ничем не ограничена. Здесь публика неожиданно для себя, но с удовольствием становится частью инсталляции. Все и ждали чего-то необычного. Вот результат. Мыслим свободно, рисунки свободные, то есть нет никакой темы. Наша задача была, как меня как художника, подсоединить наш колледж искусств, потому что там есть отделение дизайна, и ребята, которые вот эти вы видите полотнища здесь и в том зале, они сами расписывали вот именно граффити, чтобы это было, вот они молодые люди, молодежный театр, молодежный факультет. Они молодые все, дерзкие. По-моему, это замечательно. Каждый может подойти и выразить какие-то свои чувства, эмоции на этом полотне, внести, так сказать, лепту. В драмтеатр мы не приходим, мы всегда уходим на какую-то эйфорию, очень долго обсуждаем потом спектакль. Это всегда как-то неожиданно. На последний мы спектакль ходили с Сыктывкар. Молодежный театр был тоже очень здорово. Нам очень понравилось. Все действо демонстрируют в прямом эфире. Экскурсия по залам, общение с гостями, частью которого стала и наша съемочная группа. И без встречного интервью мы, конечно, не отпустили. С кем вы общаетесь, что рассказываете, какие-то подробности, которые мы, наверное, еще не знаем. Сейчас у меня возьмут интервью, возможно, вы узнаете что-то еще новое, интересное. На самом деле, если вы ждете какого-то эксперимента или классики, вот там и то, и другое, и все вместе, и это очень классно. Поэтому я реально советую вам сходить на «Игроков». Это что-то новое. Режиссер интерактивной программы, актер Илья Кеслер. Мы увидим его только на сцене в роли Евтухова. Зато Иван Николайченко и в трансляции, и в роли Александра Глова, подставного сына. Но пока об истории молодежного театра. В самом деле у молодежного театра на данный момент всего 4 актера, взятых в штат. Это связано с тем, что у молодежного театра еще нет своего здания. Здание будет построено, честно сказать, я не знаю когда. Молодежный театр Коми появился в прошлом году, хотя постановки для молодого зрителя были и раньше. «Ромео и Джульетта», «Синяя птица», «Снегурочка лайв». Молодежный театр как экспериментальную площадку для всего нового в театральном искусстве и первую премьеру планировали еще этой весной. Коронавирус смешался, но тем ярче получилась встреча изголодавшегося зрителя с театром. Но сегодня, в принципе, у нас необычное событие. Мы открываем первый театральный сезон молодежного театра Республики Коми премьерной постановкой, которую мы поставили вместе в партнерстве с Александринским театром России, с Петербурга. И, конечно, для нас это тоже очень серьезное событие для всего региона. Действие происходит в разных локациях. В номере, где скрываются тайные помыслы, лобби, где и совершается чертовски превосходно разыгранный обман. В истории постановок пьесы «Игроки» подобного сценографического решения не было. Сложные декорации собирали не один день. Это современный отель, но здесь, как и в том трактире у Гоголя, все пропитано тем же духом корысти, интриги, человеческой глупости. Потому как приняли вас за человека обыкновенного. А теперь видим, что вам знакомы высшие тайны. Запахи, сложная световая партитура, исключительно живая музыка, постановка в стиле постмодернизма и кинематографическими приемами. Угодно ли вам снять? Это Гоголь. Язык, содержание, сюжет, суть его, но через призму современного человека. С новой, где-то ироничной интонацией. В тексте сделаны купюры, но скорее композиционные, отмечает режиссер постановки Хуго Эриксон. За неким авантюрным сюжетом и, соответственно, за некоторым фирменным юмором Гоголя кроется довольно тревожная суть и такое печальное заключение о человеческой природе. Вот, и, соответственно, вскрыть я его пытаюсь всеми доступными мне средствами, через актеров, через определенный разбор, через дополнительного введенного персонажа и музыкальное трио.
Вот сложный вмонтированный свет в декорацию. Синтетический театр, иными словами. В октябре Молодежный театр представит зрителям работу санкт-петербургского режиссера Максима Соколова о Сыктывкаре, республике, прошлом и настоящем. Предпремьерный показ уже состоялся. Третьим спектаклем в репертуаре станет постановка Дениса Расцехаева «Игра в фанты» по пьесе Николая Коляды. Ольга Коняева, Олег Юшков, телеканал «Юрган».